Красота этого аята также в том, что Аллах не сказал, Он сказал, большая разница между суддур и кулюб. Я объясню. Большинство из вас знакомы с сурой Ан-Нас. Мы не говорим, мы говорим, если бы было кулюбин нас, это бы значило тот, который нашептывает в сердца людей. Но сказано иное, тот, кто нашептывает в грудь людей. Есть разница между сердцем и грудью. Грудь — это место. А уже внутри этого места находится сокровище — это сердце. Шайтану позволено иметь доступ, но не к вашему сердцу. У него есть доступ в вашу грудь. Представьте, что сердце — это ваш дом, а грудь — это забор вокруг вашего дома, с крыльцом, задним двором. У шайтана есть доступ к вашей собственности, но он не сможет войти внутрь до тех пор, пока вы не откроете ему дверь. Вы понимаете? Сердце — это ваш дом, и он закрыт. Вы не впускаете шайтана, но он придет и постучится. «Эй, послушай, у меня для тебя кое-что есть». Наша задача заключается в том, чтобы суметь почувствовать, когда шайтан стучится в наши сердца. Они заперты, но шайтан уже вошел в грудь, он будет шептать в груди. Когда кто-то стучится снаружи, слышно ли это внутри? Да. Когда люди стучатся в вашу дверь, вы можете прогнать их, а иногда люди стучатся, и происходит что? Вы открываете. И шайтан, если вы откроете ему дверь раз, два, и еще, он войдет и поселится внутри. Когда кто-то приходит извне, то меняет все на свой лад. Понимаете? А что происходит, если вы не позволяете ему войти? У вас есть собственное чувство прекрасного, собственное понимание того, что хорошо и что нет, какой цвет лучше, какая мебель. Когда же вы впускаете самозванца внутрь, то однажды вы придете, а стены розовые, мебель зеленая. Понимаете? Все тарелки фиолетовые. Что здесь произошло? Это мой вкус, мне так нравится. Он уже переделал кухню в зал, ванную в гостиную. Что здесь происходит? Зачем я говорю вам это? Потому что если вы позволите шайтану войти в ваше сердце, внутрь этого дома, все, что было красиво, станет уродливым. А все, что было уродливым, станет прекрасным. Аллах говорит, шайтан представил им их деяния прекрасными. Шайтан не может сделать уродливое и красивым для вас до тех пор, пока он где? Вне вашего сердца. Если вы не позволяете шайтану войти в ваше сердце, что там сохраняется? Иман. Аллах пробудил в вас любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах. А еще Он говорит, в их сердцах болезнь. А вот это уже проблема, потому что уже не ограничено грудью. Теперь это проникло в сердце. И если незваный гость проникает в ваше сердце, в ваш дом, что вы делаете? Как только вы понимаете, что случилось, что вы пытаетесь сделать? Выдворить его. Иногда мы слушаем шайтана, не так ли? Иногда мы открываем дверь, и в момент осознания произошедшего, что нужно сделать? Прибегаем к защите Аллаха и вышвыриваем шайтана. Вот что нужно сделать. Но если позволить ему остаться и хозяйничать, позволить ему распространять зловоние в этом месте, знаете что? Человек начинает болеть. Он заболевает. И это образное сравнение мы видим несколько аятов далее. И теперь это болезнь в их сердцах. Дело в том, что Аллах дал возможность каждому человеку. Шайтану было сказано, «Это мои рабы, у тебя нет власти над ними». Он не способен силой попасть в ваше сердце, и он не может силой остаться там. Как только вы скажете «убирайся», он вынужден будет убраться. А если вы позволите ему войти и позволите ему остаться, это не потому, что он управляет вами, это потому, что вы не выгоняете его. Аллах дал нам все возможные инструменты для того, чтобы выгнать шайтана. Скажите «Аузу билля», сделайте истигфар, и он уйдет. Даже в месяц Рамадан, когда шайтаны, что? Закованы. До этого они так вас изменили, что вы действуете на автопилоте, будто они все еще внутри вас. Шайтана уже нет с вами, но вы сами делаете его работу. Поэтому есть шайтаны аль-инси валь-джин. Вы не думали, почему Аллах говорит шайтаны, дьяволы из людей и джиннов?
Понятно, что есть дьяволы из числа джиннов, но как дьяволы могут быть людьми? Человек, который пустил к себе шайтана и позволил ему оставаться там долгое время, сам становится им. Он превращается в шайтана. Субханаллах. Аллах сказал о тех мунафиках, лицемерах, что в их сердцах серьезная болезнь. И болезнь — это не только сомнение, но также трусость. Они были трусами. Они не желали стоять за эту религию. Я уже говорил, их лицемерие нельзя сравнивать с нашим временем, но у нас есть похожая проблема. Не точно такая, но однозначно похожая проблема. И в наши дни есть 3 вида реакции на ислам. Есть те, кто говорит, и будут гордиться этим. Они считают за честь быть мусульманами. Для них в любом случае нет ничего выше слов Аллаха, слов пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Для них покорность в приоритете. То, чем они руководствуются, выше всякой критики. Они верят в это всем сердцем. И даже если совершают ошибки, они знают, что это их собственные ошибки. Они могут испортиться, могут ошибаться, но религия Аллаха не ошибается. Религия Аллаха выше всякой критики. Но есть совсем другие люди, абсолютные ненавистники ислама и мусульман, полная противоположность. И догадайтесь, кого вы встретите посередине? Здесь не помешает немного компромисса. То есть мы не должны быть настолько стойкими и твердыми в нашей вере в Коран. То есть можно немного легче относиться к вещам, ведь как-никак на дворе 21 век. Надо же идти в ногу со временем. Давайте немножко поработаем с обеими крайностями. Потому что если вы действительно верующий, есть риск стать чрезмерным, поэтому нам нужно сбалансировать обе стороны. Это и есть побочный продукт лицемерия, которое существовало в те времена. Наша религия по определению уже сбалансирована. Так что спасибо, не нужно приходить и предлагать свою версию баланса. Это уже сделано наилучшим для этого и последнего миров образом, сбалансировано для нас самим Аллахом. Поэтому, когда мы говорим «давайте сбалансируем, найдем баланс в подходе к исламу», это что, какой-то новый вид баланса, с которым ты пришел? Или это твоя трусость, твой страх? Ты не хочешь, чтобы люди над тобой смеялись? Ты боишься их? Ты хочешь выглядеть хорошо в их глазах? Ты подлизываешься к людям вокруг себя. Твоя низкая самооценка таким образом наложилась на ислам. К чему это приведет? И теперь мы должны внимательно посмотреть в зеркало и понять, каков наш образ мыслей в отношении этой религии. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah.